Песни, танцы, неподдельная радость на лицах. Долгожданная 6-я школа в Карабулаке готова принять своих учеников. Просторные кабинеты, классы, лаборатории, спортивные актовые залы. Оценить созданные условия успело руководство и педсостав. У нас столовая на 174 посадочных мест, актовый зал на 256 мест. Также есть лаборантские, физики, химики со всем необходимым оборудованием. У нас будут кружки по шахматам, хореография урок будет. Также мы планируем проводить кружки по финансовой грамотности, функциональной грамотности. Дальше тоже будем думать и работать в этом направлении. Школа довольно-таки большая, просторная, комфортная. Есть все условия для обучения. Особенно хотелось бы отметить нашу лабораторную в кабинете химии, где есть все реагенты, вся посуда для проведения практической работы. Поздравить школьников, родителей и весь педагогический коллектив приехал глава региона Махмуд Али Калиматов. Выступая перед собравшимися, Махмуд Али Калиматов подчеркнул, теперь, когда у педагогов есть все условия, необходимо вывести образование на новый уровень. Ну а самим школьникам учиться хорошо и обязательно выбрать профессию, которой лежит душа. Сегодня я хотел бы искренне поздравить, во-первых, учеников, мам, педагогов особенно. Я думаю, для них очень важно, что новая школа дает им возможность нести знания детям в новом таком помещении, в новых кабинетах учебных. И думаю, что ученики не подведут. Я думаю, что сегодня, если статистики, без нее не обойдешься, все-таки 720 детей. Рассчитана школа, да? Но не менее важно, я всегда говорю, что наши сестренки, мамы, сноки, они здесь находят работу 100 человек, они трудоустроены в новой школе. Это очень важно, потому что есть у нас вопросы в этой части, поэтому мы думаем, что это тоже полезно. Но я немножко отвлекусь. Возраст у нас большой, 31 год, и мы должны отвечать. Вот мы отвечаем новыми школами, новыми детскими садами, хорошими дорогами и другое. Вы знаете, я радуюсь каждому объекту, где у нас дети радуются. Мы там мы в Корее уже, мы долго ждали. А вот все, вот они сейчас будущее наше. И что мы сегодня вложим в их души, в голову, такое будет у нас будущее. Наша старость зависит от них. Я хотел бы, чтобы вы подумали о будущем и профессию выбирали по душе. Пусть сегодня вы не поступите. Вы знаете, это ничего страшного нет. Но все-таки добейтесь, чтобы потом не менять образование, дела свои, которые вы наметили. Поэтому в этой части сегодня хочу поздравить великолепный город. Я в юности знал его как поселок Карабулак, а сегодня он прекрасный город, прекрасные люди здесь живут. Это изюминка, можно сказать, на перекрестке всех. Вот с Карабулака и на Федеральную, и в Малгобек сторону, короче, самый центр Еврея. Вот, чтобы не обижались другие города, но все-таки он у нас центр притяжения, красивый, цивильный, и очень, думаю, у него будет будущее хорошее. Сегодня я хотел бы еще поблагодарить строителей, кто подрядчик, кто здесь вложил свою душу. Я слежу и смотрю, потому что к огорчению у нас есть десятки школ, и у нас вентиляции вообще нет. И сейчас мы экспертизу проводим и будем их исправлять. Я хочу поздравить всех детей, мам, дедушек, бабушек, всех хочу поздравить. И город Карабулак, чтобы он процветал, и чтобы вы, выучившись, опять возвращались в свой город и делали его еще краше. Я шалчу. Дал я тубал. Сегодняшнее открытие ознаменовалось еще одним важным событием. На сцене актового зала также прошло торжественное вручение паспортов юным жителям нашей республики, которым исполнилось 14 лет. Теперь они полноправные граждане России.
Глава региона также вручил почетную грамоту Розе Евлоевой, начальнику управления образования по Сунже, Сунжскому району и Карабулаку, за ее добросовестный и многолетний труд. Мы в Слепцовске выросли напротив, вот так близко сок жили. Я безумно красивая семья. Роза была отличницей в школе, отличницей, по-моему, университет закончила. И она вот такая вот очень правильная. И, я думаю, свою жизнь связала с воспитанием, знаниями детей. Поэтому я искренне хочу тебя поздравить. Я думаю, это награда очередная только. Школа, построенная в рамках нацпроекта образования, рассчитана на 720 мест. Учебное заведение станет 7-м по счету в Карабулаке и поможет заметно разгрузить другие школы, в частности, 1-ю и 3-ю. Довольны новым объектами родители будущих учеников. Есть кабинеты технологий, есть кулинария, физкультурный зал. Ну, очень красивая школа. Большое спасибо. Большое спасибо. Благоустроили школу как внутри, так и снаружи. Во дворе есть детские и спортивные площадки, скамейки. Сесть за парту уже под сводами этой новой школы планирует и Амина Костоева. Она успела осмотреть школу вместе с мамой. Эта школа очень красивая и большая. Все очень хорошо оборудовано. А читальный зал вообще подверг меня в шок, потому что там столько полок, столько мест для того, чтобы учиться, столько возможностей в этой школе. Небольшую экскурсию по школе после торжественной части совершил и Махмуд Али Калиматов. Он лично обошел все этажи и оценил новенькие кабинеты, пообщался с спецсоставом. Учительница, так, давайте угадаем. Начальной школы, да? Я смотрю, все предметы. А кто так пишет? Вы? Да. Слушай, какой путь избрал? Когда-то меня тоже писать правильно. Я же вообще, все в порядке у вас? Здесь вам вентиляция как у вас? Заглянул глава региона и в любимый уголок для всех школьников – столовую. Детство пахнет так, сахар, просто великолепно, да? Качеством работ Махмуд Али Калиматов остался доволен. Открытие школы проходит в преддверии 31-й годовщины со дня восстановления ингушской государственности. В последние годы наш регион развивается быстрыми темпами, и таких образовательных, дошкольных, культурных и спортивных объектов, построенных за последние годы, в Ингушетии по инициативе руководства региона немало, отмечают присутствующие. Я хочу сказать большое спасибо нашему главе от лица всех школьников, потому что благодаря нему в нашей республике появляется все больше возможностей для нашего развития. Сколько культурных мест, школ, спорт, все развивается в нашей республике, и, надеюсь, в будущем будет развиваться еще лучше. В последние годы наша республика ушла далеко вперед. В плане своего социального развития, в плане образования, в плане дорог, в плане всего, можно сказать. В этом огромная заслуга нашего главы Республики Ингушетия Махмуда Али Калиматова. Большое ему спасибо. А нашей республике хотелось бы пожелать дальнейшего процветания, успехов, удачи. Общеобразовательное учреждение распахнет свои двери для учащихся уже в сентябре. Ребята этой даты ждут с нетерпением, чтобы скорее сесть за партой любимой школы, и очень надеются, что впереди их ждут яркие, интересные учебные будни. Дана Плива, Асхаб Белакиев, Новости 24.